хлопзеку. Апсо хвама азим тагыла заща. Апсо хвама ахипшимра епангыла мамзарги яцхрава. Абартасараква ирыскуп ваха апсо телехупшира ишяшицо аефирача хайкшира. Асара амца црамцаква аха имдзаква яртна яхин занейхе оцу яхкылгато абре хала ахазби агыратра ялаху авет место рифадамения аргашалы хайналыпа Алхас Александр Ипа Харушев. Взял шабит, уважаемые зрители, многим из вас уже, наверное, известно, что в январе текущего года состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с католикосом Грузии Ильей II, после которого католикосом Грузии было заявлено, что он заручился поддержкой патриарха в восстановлении канонической территории грузинской православной церкви, включая Абхазию и Южную Осетию. Это вызвало в Абхазии обеспокоенность. Общественность уже не раз отреагировала на эту ситуацию, но с моей точки зрения наиболее серьезная инициатива – это все-таки круглый стол, который состоялся на прошлой неделе, 7 февраля, в четверг, в городе Сухум. И круглый стол, участники которого выразили свое отношение к ситуации, которая сложилась в связи с этими переговорами, некоторыми недоговоренностями, неточностями, в связи с тем, что информация, которую мы должны были получить, в принципе, она полузакрытая и так далее. В эфире абхазского телевидения был репортаж, но, как нам показалось, он в основном состоял из механического монтажа определенных нарезок из выступлений участников круглого стола. И общее впечатление, которое получили зрители, оно оказалось не очень полным. И поэтому нашу встречу сегодня я хочу начать именно с этого круглого стола, поскольку здесь было принято серьезное заявление. И более того, участники круглого стола пришли к очень серьезным и важным рекомендациям и инициативам. И, кстати говоря, была создана инициативная группа, которая будет заниматься очень серьезной задачей по вопросу населения Абхазии на предмет правового положения Абхазской церкви. И эту инициативную группу возглавляет Алхас Тхагушев. Сейчас я хотела бы передать слово Олегу Несторовичу в отношении как раз-таки круглого стола, чтобы вот немножко вы раскрыли скобки, которые стали так непонятны зрителю и нам, всем, кто слушал. Прежде всего, я тоже разделяю, Ира, твое мнение о том, что та передача, которая была, она не совсем, мне кажется, нашим телезрителям была понятна. Не всегда точно она раскрывала, открывала, объясняла цели и задачи этого круглого стола, мотивы, которые вызвали организацию проведения такого круглого стола. Но я хотел бы взять вину прежде всего на участников круглого стола, прежде всего и на себя. Я тоже был участником этого круглого стола, потому что мы должны были помочь нашим журналистам для того, чтобы вот этот монтаж был сделан таким образом, чтобы передача была бы понятной, доступной нашим телезрителям. С другой стороны, я хотел бы отметить, что да, на самом деле вот эта московская встреча, которая состоялась с 20 по 26 января между католикосом Ильей II и патриархом московским и всей Руси Кириллом, она намного, конечно, послужила, побудила нас, насторожила вполне серьезно, потому что обсуждается вопрос об абхазской церкви,
и никто из Абхазии не участвует. Фактически судьба Абхазской церкви, судьба Абхазии, абхазского народа, православных Абхазии решается за спиной народа, за спиной православных Абхазии. Это, естественно, не могло не насторожить нас, потому еще раньше, чем этот круглый стол, Общественная палата, а также, значит, политическая организация Форум народного единства, они тоже приняли соответствующие заявления. Но я хотел бы в этой связи сослаться еще и на другое обстоятельство, которое побудило нас. В настоящее время мне, не только мне, напоминает то, что происходило в начале перед войной. Тогда, если вы помните, я думаю, что вы помните, тогда Грузия совершала агрессию и при этом давала такое объяснение, что Грузия воюет с мусульманской Абхазией. То есть православная Грузия... Православная Грузия воюет с мусульманской Абхазией. Сегодня вот информационное пространство насыщается огромным количеством информации, что Абхазии никакого отношения к христианским святыням и памятникам не имеют. Они мусульмане, они язычники. И что христианские памятники, которые на территории Абхазии сегодня имеются, они принадлежат христианам, но не Абхазии. По существу речь идет о том, что эти христианские памятники то ли грузинские, то ли российские, то ли еще вообще неизвестно, кому они принадлежат. Но будто бы мы никакого отношения к этим памятникам не имеем. Это, естественно, еще раз нам напоминает вот эти те времена, которые мы с вами пережили. И потому, собственно говоря, это своеобразный такой вызов, на который мы не реагировать не имели никакого морального права. В конце концов, мы должны понять, осознать, спросить себя, кто мы, христиане или, скажем, мусульмане, какие-то, причем, когда мусульмане, говорится о мусульманской Абхазии, говорится в негативном смысле. А мы это к мусульманам относимся весьма уважительно, и к язычеству уважительно, и к христианам уважительно, и так далее. Но в общем и целом, естественно, нам придется спросить самих себя, кто мы такие. Абхазия исторически была христианской Абхазией. И здесь никакого открытия нет и не будет. И эти памятники, эти святыни, христианская культура, христианские ценности, это в крови абхазской культуры. Их разделить это невозможно. Это надо, мне кажется, сегодня нам осознать и внешнему миру об этом говорить. Хорошо, давайте, наверное, продолжим наш разговор и все-таки выделим вот ключевую задачу, ключевую идею, которую мы должны развивать, которую мы должны объяснять и реализацию которой мы должны добиваться. Я имею в виду, конечно, в отношении Абхазской церкви. Пожалуйста, Авдоша Албовна. Вы уже сказали о том, что на круглом столе было принято решение о проведении опроса среди всего населения Абхазии, о том, хотим ли мы воссоздания независимой автокефальной абхазской церкви, или хотим продолжения такого вот непонятного положения, в котором мы оказались после войны. Я думаю, что многие телезрители подумают, что мы устали, то выборы, то какие-то опросы, зачем сейчас нужен опять опрос по поводу церкви. Я считаю, и вот многие считают, участники круглого стола, что это необходимо, потому что, к сожалению, о ситуации внутри Абхазии очень многие извне, наши недруги, наши оппоненты, создают ложное впечатление о том, что внутри абхазы не определились, они не знают, чего они хотят, какой церкви принадлежать, грузинской, российской, то есть это вообще не важно для людей и так далее. Начинают говорить о сложностях, о каких-то противоречиях, которые на самом деле имеют место в Абхазии. Но в данном случае, в этом вопросе, в вопросе воссоздания независимой абхазской церкви, наш народ един, вне зависимости от того, в какую церковь они ходят. И нам нужно это
утвердить и продемонстрировать всему миру. Это такой посыл о том, что в Абхазии единое мнение о том, что мы хотим воссоздания независимой абхазской церкви, потому что такое положение, которое 20 лет существует после войны, оно было временным, оно было вынужденным. Мы должны поблагодарить всех наших священников, которые эти 20 лет, несмотря на все сложности, служили, продолжали служить, не дали закрыться нашим церквям, напротив, открывались новые церкви. Но в то же время все христианские идеологи в любой церкви, они понимают, что такое положение, когда нет своего епископа, это не в каком-то смысле неполноценное существование церкви. Это негативно отражается на духовном состоянии общества. И, к сожалению, мы видим многие моменты недостаточной духовности в нашем обществе. Я думаю, действительно пришло время произвести эти изменения. Но эти изменения не в силах сделать изнутри. Для этого нужно понимание внешнего мира, для этого нужно понимание других братских, сестринских православных церквей. И в данном случае есть, конечно, вопросы, которые решаются исключительно внутри церкви. Но такие вопросы, как независимость церкви, принадлежность к той или другой церкви, решаются с помощью мирян, прихожан, общих таких церковных собраний. И такой опрос будет очень важным. Мы все уверены, что в этом все едины. Я еще что на этом повторяю. этапе Да, опрос время. как аргумент, который мы аргумент, получим, он будет сильнее, чем, скажем, собрание церковное или съезд духовенства и мирян. да. Вы Потому считаете, что опрос именно Опрос, сильнее? потому что он будет касаться всех, вне зависимости. И в данном случае речь идет даже не только о христианах, но и о представителях других конфессий, о мусульманах, атеистах и так далее, потому что мы все знаем, что есть и политический аспект у этого вопроса, поскольку у нас независимое государство и должна быть независимая церковь. Есть культурный аспект, потому что церковь – это и язык богослужения, это и эстетика, это и песнопение и так далее. То есть очень многие культурные моменты тоже должны развиваться в соответствии с канонами абхазской культуры и так далее. То есть есть те вопросы и политические вопросы, культуры, которые касаются всех жителей Абхазии. Поэтому этот вопрос будет касаться всех. И для внешнего мира, для других церквей, с помощью которых мы можем решить этот вопрос, ответ на этот вопрос будет очень важен. Вот интересно, этот материал будет очень интересным для внешнего пользования. Может, я грубо говорю, но для внутреннего пользования опрос тоже должно быть иметь большое значение. Я думаю, очень важно при существующих, к сожалению, конфликтах внутри абхазской церкви показать, что, в общем-то, в главном вопросе мы все едины. Все священники, которые служат в Абхазии, что мы хотим этой независимости. Видят, может быть, разные пути, как к ней подойти, но о самостоятельности абхазской церкви, я думаю, молятся все наши священники, которые... Я хотел бы одно уточнение Денис, сделать. конечно. Я полностью разделяю мнение, которое Арда высказывала. А на самом деле и не только для внешнего мира, но и для внутреннего состояния нашего общества, духовного состояния нашего общества, вот этот сбор подписей чрезвычайно важным, мы считаем. Дело-то в том, что, к великому сожалению, наши священники немножко разошлись. И задача сегодня, задача внутри церковного мира в Абхазии, задача в первую очередь это объединение их усилий. И если мы на самом деле вот такое мероприятие проведем, и наш народ подтвердит свое духовное единство, то им, естественно, придется нашим священникам тоже прийти к единству. Разные мнения могут быть у людей, разные подходы могут быть, но в конце концов мы все сегодня живем в нашем своем обществе, и мы должны все
сколько-нибудь нормальный, морально честный, порядочный человек служить своему обществу. Тем более, значит, духовные лица должны служить своему обществу. И это может послужить серьезным подспорьем для объединения тех священников, мнения которых расходятся. Мы из-за того, что они расходятся, мы из этого трагедию не делаем. Трагедия будет тогда, когда на самом деле это будет, может быть использовано против общества. Вот в этом плане, значит, вот этот сбор подписей имеет, мне кажется, решающее значение. И второе уточнение, что я хотел бы сказать, вот мероприятие, которое мы решили провести, это не опрос, а точнее говоря, это сбор подписей. Хотя, естественно, когда человек подписывает бумагу, что он за такую церковь или за другую церковь, естественно, это тоже и опрос, но речь в данном случае идет о сборе подписей. Между ними есть разница. Разница в том, что плебисцит, голосующий приходит, он свою фамилию не обозначает, опускает бюллетень. А в данном случае наш волонтер подходит к крестьянину или гражданину подходит и ставит свою фамилию и подпись. Это немножко разные вещи, они различаются, но по существу это то же самое, значит. И по существу это тоже как бы плебисцит, но в данном случае речь идет о подписи. Конечно, большое мероприятие, очень масштабное, да, вот хотелось бы услышать более конкретно, какие вопросы будут в той же анкете, да, какая часть населения будет задействована, все взрослое население или как, и как вы собираетесь работать, опираться на кого, на волонтеров и так далее, потому что масштабы очень большие, насколько я предполагаю, поэтому хотелось бы, чтобы Хас Александрович высказался по этому поводу как руководитель инициативной группы. Ну, конечно, задача стоит масштабная, большая. Здесь уже сказано, что было предпосылкой, вот эти события, встречи и так далее. Конечно, вопрос ориентирован на всему нашему обществу, ибо мы считаем, что это касается всего нашего общества. Будет оставаться Абхазия канонической территорией Грузии, либо Абхазия пойдет каким-то другим путем, добиваясь независимости церкви. В этом вопросе, кстати говоря, наши священники, они, насколько я понимаю, их позиции не разнятся. То есть никто не говорит о том, что мы должны остаться в лоне грузинской церкви, остаться канонической территорией Грузии. В общем-то, вопрос и ставится таким образом, что для того, чтобы люди, которые живут в Абхазии, которым это должно быть интересно, потому что это всех нас касается, имеет нам смысл оставаться с тем, что мы имеем сейчас, и слушать также безучастно, оставаться безучастными к тому, что кто-то будет вести переговоры по поводу нашей судьбы, судьбы православных Абхазии, всех без исключения, за нашей спиной. Либо нам имеет смысл четко, внятно ответить тем людям, которые сейчас пытаются какие-то переговоры без нашего участия вести, и, возможно, тем, кто готов был бы в будущем поддержать в православном мире наши усилия, вот как-то сориентироваться, что же думают люди, живущие здесь, в Абхазии. Конечно, это очень сложная задача собрать столько подписей и задать, по сути, прийти к каждому гражданину Абхазии и задать этот вопрос. Мы не можем наверняка знать, каким путем в итоге мы обретем независимость. Я все же имею внутреннее убеждение, что вот наша церковь обретет эту независимость. Есть разные мнения, разные пути и так далее. Но наверняка я могу сказать одно, как гражданин Абхазии, как человек, который здесь жил до войны, в войну здесь находился, в послевоенные годы, как и все мы, что я не хочу, чтобы вот Абхазия, кто-то считал или кто-то думал, что Абхазия может каким-то образом вернуться в лоно грузинской церкви или там оставаться. По сути, мы сейчас как бы всем миром признается, что мы
каноническая территория Грузии. Мне сложно представить, что сюда может приехать там грузинский патриарх, который в свое время, в общем-то, ну, ничего не сделал, так скажем, мягко, для того, чтобы остановить то, что здесь происходило в войну и во все последующие годы. И мне кажется, в этом смысле в нашего общества нет никаких разногласий, нет никаких разночтений по поводу того, хотели ли бы мы вот оставаться там или хотим добиваться чего-то другого. Вот. Ну, вообще интересно, вот сейчас вот обострение ситуации как раз-таки вокруг правового положения, да, или канонического статуса Абхазской церкви, он происходит, в общем-то, на фоне визитов тбилисских чиновников, потом католикоса и так далее. И это должно быть как-то связано со сменой власти, которая вот произошла в Грузии и происходит, пока еще продолжается. Вот, да? И можно ли думать о том, что здесь есть какие-то продуманные шаги? Я, может быть, Да, слишком да. много говорю, Нет, да, нет. но что хотелось бы вот в этой связи тоже еще раз подчеркнуть, мысль о том, что здесь мы испытываем определенные опасения. Мгм. Дело-то в том, с другой стороны, вот сама ситуация, которая сейчас в последнее время осложнила, она заставила всех нас серьезно призадуматься. Мгм. В этом вопросе я не хочу своих коллег обижать, но о себе могу сказать, что в этом вопросе я не разбирался. Теперь жизнь меня заставляет вникнуть в эту тематику, интересоваться ли соответствующей специальной литературой и так далее, консультироваться, встречаться, общаться. Ко мне тоже люди ходят, мои коллеги помоложе, то есть все интересуются вот этой проблематикой. И мне, оказывается, я долгое время оставался в неведении. Мгм. Оказывается, мы-то думали, что действующие наши епархии, они вне церковной каноники Грузии. А по существу, вот в чисто правовом плане, с точки зрения церковного законодательства, территория Абхазии после войны представляет собой какой-то правовой вакуум. И в этих условиях вот этот правовой вакуум, он по сей день сохраняется. Это может еще некоторое время или долгое время, может быть, продолжиться. Это опасно, Ира. Опасно, потому что в эту черную дыру начинают проникать люди с неизвестными прошлым, люди, которые могут одеться в христианскую или церковную рясу, а на самом-то деле может быть уголовник. Кто его знает? И кроме того, обратите внимание, как много сектантских общин образовалось на территории Абхазии. Территория Абхазии оказалась очень удобной для их деятельности. И в конце концов, сегодня мы, Кавказ и Абхазия, это линия противостояния не только между Соединенными Штатами Америки и Россией, это линия противостояния мусульманского и христианского вероисповедания. Так что наша территория может быть использована не в наших интересах. И потому нам следует насторожиться вполне серьезно для того, чтобы здесь мы свою территорию в духовном плане могли бы контролировать сами. Об этом речь должна сегодня идти. И мы должны таким образом преодолеть, выйти из этого правового вакуума. Выйти мы можем, получив каноническую церковь. По существу, с точки зрения, повторяю, церковного законодательства, Абхазской церкви еще нет. Абхазская церковь существует тогда, когда есть епископ.
может ли быть, можно ли считать государство существующим, если нет руководителя этого государства? Ну вот переговоры, которые были между патриархами, значит, двух стран, по-разному восприняты различными кругами общества, и в социальных сетях тоже, в общем-то, идут дискуссии. Вот сейчас вот сюда пришло очень много писем, но я должна сказать, что и в социальных сетях тоже я столкнулась с таким комментарием или пониманием того, что вот происходило в этой сфере вот в последнее время, да, последние недели. Многие начали думать, что это как бы симптом дрейфа, скажем так, да, русской православной церкви, вернее, руководство русской православной церкви в сторону грузинской церкви, так начали воспринимать. Но вот здесь вот я вижу письмо или записку вот одной гражданки, Псофила условиует аурус патриарх якарту католикосы якархет ирхус дари рамаз харай шажу заге харат шажума амца зацрафится я абасивше. Ну, позиция такая вот. Что можно на это сказать? Это тоже позиция. حرسة خوزي ويزج позиция وبخا عشر ترقو وبس يتشجز يخا حرا пози حرا خطو قانا قرا خزي حمو أخا حرا أزين حمزم دشج حرا دش حز خصوا حشيب خزو أزقام ترزين حمزم دخبي دوني حريش حخب شوقي دارزها حز خسرو أني سرسخ حتى لو كستيت وي يانا قماجو دشجي حترسك يزرو. Вот сейчас, кстати говоря, очень интересный вопрос. Псофила Юкопаха, я попробую перевести его на русский язык. Вот речь идет о том, что вот отсутствие информации, я так понимаю, значит, иногда вводит людей в заблуждение очень серьезно. Говорят, что нам делать, если русская православная церковь нас не признает, никто нас не признает, ну убиваться что ли? Вот, то есть, что есть какие-то возможности добиться этого, но для этого надо работать, добиваться этого и так далее. Да. Вот люди не знают. И поэтому хотелось бы, конечно, поговорить о нашем видении, вот как можно двигаться к тому, чтобы все-таки абхазская церковь, она стала самостоятельной, автокефальной. Можно я два слова по этому? Пожалуйста. В свое время, в средние века, когда Абхазская церковь получила независимость, это тоже было непростым процессом, и Византия не хотела давать эту независимость. И 40 монахов из Абхазии двинулись в путь по направлению к Антиохии, и там Антиохийская церковь, туда дошли живыми только 2 монаха. И они потом вернулись, один из них уже в сане епископа. И таким было сложным, трудным, драматическим начало Абхазской церкви. И сейчас, конечно, просто так никто эту церковь нам не подарит. Это действительно очень сложный путь. И я очень уважаю тех наших... Такой же сложно, как и путь к независимости. Как к независимости политической. Да. Кстати, вот по поводу предыдущего вопроса, тоже когда говорю, ну зачем они, так сказать, между собой говорят, иногда нам действительно кажется, что какие-то вопросы решаются сами собой. Так мы думали, что когда Абхазия победила в войне, что вопрос о независимости нашего государства однозначно и бесповоротно решен. Но тем не менее этот вопрос, он должен подтвердиться и международным правом, и международными отношениями. Поэтому в 1999 году мы пришли к тому, что был референдум, и акт о независимости принят. Хотя для нас все было понятно, но необходимы иногда очень серьезные посылы для внешнего мира. И также и сейчас, особенно когда, как вы сказали, какие-то очень важные судьбоносные вопросы решаются за спиной представителей Абхазии, мы не должны с этим мириться, мы должны говорить о том, что у нас есть свое видение, своя позиция. Если же мы согласимся, что эти вопросы решаются вне нашего участия, значит, мы фактически сами отказываемся от наших прав, будь то политические права, будь то вопросы, связанные с церковью. Ну вот на самом деле я сейчас здесь вижу несколько таких похожих совершенно вопросов, да. Люди совершенно справедливо, с моей точки зрения, вот говорят, спрашивают и просят прокомментировать, как добиться автокефалии, что нужно сделать для этого. Ну, Алхас
наверное, скажет, но я слишком много времени занимаю. Не хотел бы. Дело в следующем. Мы не вправе ожидать признания независимой абхазской церкви со стороны грузинской православной церкви. Да. Грузия на это вряд ли пойдет. Мы не вправе ожидать признания независимой абхазской церкви со стороны русской православной церкви. Значит, мы можем ожидать только от Константинопольского. Таково церковное законодательство. Таков порядок, который существует в мировом православном мире. Конечно, может быть, если, вот скажем, грузинская православная церковь согласилась бы, и русская православная церковь согласилась бы, и еще какие-то церкви согласились бы, может быть, долгое время Абхазия могла бы быть в качестве самостоятельной церкви, но пока Константинопольская, вот Вселенское Константинопольское патриаршество не признает независимость Абхазской церкви, она канонически не может считаться. Такой порядок существует в мире. Вот почему наши молодые священники стали как-то ориентироваться, не ориентироваться, а стали обращаться. Кстати говоря, ведь был такой случай в 17 году, когда абхазское духовенство пыталось восстановить церковь, независимую церковь. Что они сделали? Они обратились к русской православной церкви. И патриарх русской православной церкви признал независимость абхазской церкви, но потом революционные события, потом гражданская война и прочие преобразования и процессы, которые происходили в Российской империи, они помешали, конечно, и наша церковь восстановлена не была. Вот я думаю, что вполне резонный вот такой вопрос, не то что вопрос, а даже предложение, кстати. Если духовенство наше в каких-то разногласиях, значит, они ведут службу, не могут договориться, вместе иметь общую точку зрения и не слушаются никого, так спросите у нас у народа, да, как говорят. Все Спросите правильно. у нас у народа. Все правильно. Вот. Вот Я с абхазского перевела вот да, сейчас. да, да, Спросите все у нас правильно. у народа, да. Вот. Дальше вот я хотела бы вот в видении этого вопроса, чтобы, пожалуйста. Я вот два слова скажу. Давайте, этого конечно. вопроса. Дело в том, что какие бы ни были разногласия, насколько я понимаю, исходя из тех заявлений, которые делаются и одной, и другой стороной вот, разными священниками, они не разнятся совершенно в цели, и никто из абхазского духовенства не заявляет, что мы видим свое будущее в лоне, вот, в том, что мы останемся канонической территорией Грузии. По-моему, в этом нет никаких разногласий. То есть здесь нужно четко понимать, мне кажется, что есть разные видения, как прийти к одной цели. Да? Ну, с другой стороны, если мы возьмем как бы политическую плоскость, то понятно, что есть тоже разные группы, которые чего-то добиваются, но для нас вопрос нашей независимости, он никогда не был дискутируем, и никогда мы не ставили под сомнение, что это вот правильный выбранный путь, выбранная цель. Конечно, мы не могли знать, что в 2008 году нас признают, но мы старались всеми силами делать все, чтобы за нашей спиной никто ничего не обсуждал. То есть мы готовили почву, мы делали все для того, чтобы использовать шанс, когда он появится у нас. И благодаря тому, что вот так сложилось, что там руководство России поменялось, что в мире какие-то события произошли еще и все такое прочее, но к тому моменту мы не растеряли того, что у нас было все послевоенное время. Мы не позволили никому ни разу, да, благодаря воле нашего первого президента, благодаря тому, что мы постоянно мы не позволяли навязать нам повестку дня. Мы говорили, что только с нами можно решать наше будущее. И сегодня стоит точно так же вопрос. Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, и в этой студии, и никто, наверное, не может знать, кроме Всевышнего, каким образом мы обретем эту независимость Абхазской автокефальной церкви, или как это будет происходить.
Вы знаете, в каком году это произойдет, я вот не могу представить, как можно. Но можно ответить наверняка, что нужно делать для того, чтобы мы к этому когда-то пришли. Рано или поздно, я не знаю, понимаете. То есть не хочу никого обманывать, но при всем при этом, если нам нужно сегодня сказать миру, что мы думаем по этому поводу, почему бы нам не сказать? То есть мы не можем влиять на то, что думают по этому поводу в Москве, или в Тбилиси, или в Константинополе, где угодно. Но мы же можем сказать, что мы думаем по этому поводу, по своему поводу, по поводу нашего будущего в церковном вопросе. Вот мне кажется, в этом плане не должно быть никаких разночтений, то есть сейчас углубляться в то, что есть какое-то разное мнение в духовенстве, нету его по этому вопросу. Да. Это фикция, то есть все должны понять, что все наше духовенство, я не видел, не знаю ни одного священника в Абхазии, который скажет, да, мы должны оставаться в лоне грузинской церкви. Если найдут, тогда мы будем обсуждать это. А сейчас, по факту в постановке этого вопроса, цель вот этого вопроса, она ясна, и она не должна здесь я не вижу смысла обсуждать, какие группы поддерживают или нет. Уточнить я хотел бы вот то, что Алхаз сейчас говорит, и скажу следующее. Вот каков путь, да? В первую очередь, первый шаг – это нам самим определиться. Нам самим. Ведь государство, абхазское государство, которое было признано Россией в 2008 году, оно было признано нами уже в начале 90-х годов после войны, верно? Мы Конституцию приняли, мы законы стали принимать, мы государственную структуру стали формировать. И наше государство, наше общество стало самоуправляющимся обществом. Вот почему мы в 2008 году, Россия нас признала, потому что здесь уже государственные институты, структуры функционировали. То же самое нужно сделать в отношении церкви. Я тоже хотела добавить о том, что, говоря о пути, в любом случае, каким бы ни был этот путь, какое-то решение принято церкви, которая имеет полномочия, или возведение в сан епископа кого-то и так далее, в любом случае для любого такого решения, которое продвигает вопрос независимости Абхазской церкви, очень важно мнение народа, очень важно, чтобы не было действительно вот такой реакции равнодушия, или вот чтобы мы стояли в стороне. Поэтому вот очень важно, что сейчас мы все поняли, что действительно 20 лет вот такой непонятной в правовом отношении ситуации, этого уже достаточно, и пора переходить к каким-то более внятным сигналам и со стороны Абхазии. К сожалению, иногда нам кажется, что вот все должно так происходить справедливо, и нам кажется, как может вообще стоять вопрос о том, что после такой кровопролитной войны и после того, когда высшее духовенство Грузии в лице того же самого католикоса благословляло эту войну, вплоть до того, что там меч освящало и так далее, как можно думать, что в политически, так сказать, отвоевав свое право на независимость, в духовном отношении мы готовы будем окормляться и быть, так сказать, паствой духовенства той страны, которая войной шла на Абхазию, и духовенство, которое не стало против этого. Но, к сожалению, правовые вопросы, они иногда, так сказать, в другой плоскости, нежели вопросы справедливости и так далее. Обязательно необходимо определить и ответить на этот вопрос четко. Еще я хотела один момент сказать, не знаю, есть ли это в вопросах, но иногда вот такое несогласие с нынешним мнением, которое выражает Московская патриархия, несогласие в Абхазии, иногда хотят представить наши оппоненты как некие такие антироссийские настроения и так далее. Вот категорически с этим не соглашусь, потому что я абсолютно уверена, что эти шаги по такому осознанию вот этих процессов, необходимых для Абхазской церкви, процессов укрепления Абхазской церкви, направления к независимости, это укрепляет православие в Абхазии. А укрепление православия в Абхазии, вообще на Кавказе, я считаю, что в интересах российского государства. И можно сказать, что вот за эти годы Русская Православная Церковь
она помогала Абхазской Очень церкви помогала. и в той мере, в какой она может, да, вот Да. Конечно, есть конечно. вопросы, которые не может она решить, Конечно. мы это понимаем, да? Ира, ты прекрасно знаешь, что в конце XIX века Россия миссионерскую политику на самом деле проводила и создала общество по возрождению христианства в Абхазии. Ну, конечно. Было же такое? Большую работу очень Большую провела, работу оно провело. комиссия, созданная Синодом Да, Святейшим да. в 1892 году, комиссия по переводу богослужебных книг на абхазском Конечно, языке, и конечно. затем последовало богослужение на абхазском На языке в абхазском наших языке. храмах. Евангелие Конечно, же это появилось было. потом на Это абхазском было. Но языке. другое дело, что вот на этом этапе, вот то, чего мы добиваемся в Теркикефалии, этот сложный канонический вопрос, Русской Православной Церкви, поскольку она как бы не имеет к нам никакого прямого отношения, мы не на территории России, как говорится, да, она не может этот вопрос решить. Да. Но вопросы поддержки, вопросы обучения, то есть колоссальную поддержку Российская Подготовка Православная кадров Церковь прежде оказала всего, да. после войны и за несколько лет до войны. И, конечно, это позволило вот как бы Абхазской церкви выжить. Это, я думаю, очень большая благодарность у каждого православного в Абхазии к этой роли, которую Российская Православная сейчас- Церковь все эти годы, так сказать, несла. Я вот сейчас хочу задать вопрос, который вот последние дни очень тревожит всех. Это я, например, не слышала, чтобы об этом прямо говорил патриарх Кирилл, но в каких-то комментариях вот других вот людей, значит, в том числе священников, это мелькает нередко. Двойной юрисдикции якобы возможной над Абхазской церковью. И, возможно, не все наши граждане об этом знают. И вообще, если даже будет вот такая попытка, такое предложение и так далее, вот какие риски, вот, и вообще как мы должны к этому относиться? Значит, об этом, то есть сама вот эта мысль, эта идея присутствовала еще в прошлом году, когда Илья II и Кирилл, патриарх Московского и всей Руси Кирилл, в Киеве встречались. Вот во время их разговора и беседы, значит, вот эта идея там присутствовала. Потом эта идея появилась и в других публикациях, аналитических материалах, у наблюдателей, у комментаторов, разных людей и так далее говорилось. Эта идея сейчас усилилась. И со стороны разного рода, разного уровня церковных чиновников, как и российских, так и грузинских. На самом-то деле существует такая реальность. Если грузинская церковь попросит русскую церковь, то русская церковь может взять на себя функции, окормляющую или рукополагающую священников в Абхазии. То есть это возможно. Временная мера. Да, по временной схеме это возможно. Это тоже... Но это все же означает, что мы остаемся Да. Естественно, подчинении. коль скоро без согласия грузинской церкви русская церковь не может этого сделать. Коль скоро с согласия грузинской церкви это будет делать русская церковь, это означает, что Абхазия остается в составе Да. То есть канонической наш территории статус грузинской канонический, православной он не церкви. меняется в результате. Да, такой- тогда правовой статус Абхазии не меняется, остается меняется. прежним. Да, вот здесь Олег Менева, вам, Олегу Несторовичу, это вопрос. Отец Виссарион утверждает, что в 2008 Абхазская церковь объявила себя независимой. Как вы думаете, церковь без епископа может существовать? Не совсем я понял, что... В 2008 году якобы Абхазская церковь объявила себя независимой. Достаточно. Как вы думаете, церковь без епископа может существовать? Ну вот как раз мы по этому поводу Да, и говорили, поговорили. что коль скоро нет епископа, то эта церковь канонически полноценной считаться не может. Вот. Но еще такой вопрос. Только что по телевидению смотрели интервью отца Виссариона, который сказал, что никто не ведет разговор о вхождении в грузинскую церковь и нет никаких контактов с грузинами.
Но Алхас тоже об этом говорил, о том, что на самом-то деле открыто никто не говорит о том, что мы хотим или можем оставаться в составе грузинской церкви. Это никто не говорит. Но Но открыто Нет не никаких изменяют, контактов, вы Да. хотите открыто сказать? говорят о том, что Российская Православная Церковь подтверждает, что Абхазия является канонической территорией Грузинской Церкви. да. Так что Но это вторая сказано- часть вопроса. А здесь даже это утверждение, сказано что нет открыто. никаких контактов с грузинской церковью, с Ильей II и так далее. Да, но Но да, официально, публично никто это не озвучивает о том, что мы хотим или можем остаться в составе грузинской церкви. Этого не говорит. Но что хочу сказать, вот действие, церковное действие священника, насколько соответствует реалиям, вот сложившимся здесь в Абхазии, насколько это соответствует. Ведет ли эти действия к независимости? Вот о чем должна идти речь. А насколько продуманы с точки зрения церковного законодательства те действия тех или иных отдельных священников? Вот об этом идет речь. Вот здесь возникают вопросы. Но мы не хотели бы Да, пусть сегодня... это сами священники. Да, мы не хотели бы сегодня, сейчас вот какую-то экспертизу делать. Ну, Да. от себя добавлю, что, знаете, если бы известный публичный факт встречи, там, скажем, патриархов, если бы на этих переговорах присутствовали представители Абхазской церкви, то мы бы могли сказать, что наше мнение там, да, в виде священников, там, того же отца Виссариона там представлено. Но, к сожалению, разговоры идут помимо нашей воли, как бы нам не хотелось. Ну, идет речь о том, что за нашей спиной фактически что-то обсуждают. Я не говорю, что это там плохо или хорошо, это уже пусть люди сами делают выводы, насколько это для нас хорошо или плохо. Но факт имеет место быть. И сам факт такой встречи и озвученных каких-то вещей, ну, его отрицать невозможно. Понимаете? И это объективная реальность, с которой нам приходится иметь дело. То есть, если мы исходили бы из позиции, что есть какая-то идеальная ситуация, ну, к сожалению, ее нет для нас. Ее не было для нас в политическом плане, и мы долго шли к тому, чтобы нас признали. И здесь тоже речь идет о том, что очень сложный процесс идет. И в данном случае, опять же, слова отца Виссариона доказывают то, что никаких противоречий нет в смысле цели. Но, к сожалению, мы очень далеко отстоим от этой цели. И сегодня нужно обязательно какие-то шаги предпринять, чтобы высказать свое мнение, которое должно быть услышано и патриархом Кириллом, и патриархом Ильей, и всем православным миром. Ничего страшного в этом нет, что мы скажем. ну, вообще вы давно интересуетесь этой проблемой. Я знаю, вы как болезненно вообще все это воспринимаете и болеете за этот вопрос, наверное, как и все патриоты Абхазии, и как христиане, в общем-то, в конце концов. Но вот за все это время вам встречался какой-нибудь документ, который исходил бы от нашей епархии в адрес патриарха всея Руси, с просьбой помочь нам в рукоположении епископа или вот что-нибудь такое, вот документ такой серьезный сходил вообще от нашей стороны? Я, например, не знаю. Да, я не знаю. Я знаю, конечно, есть отдельные высказывания священников, да, есть высказывания. И сами вот эти наши отдельные священники встречаются с другими священниками. Такие встречи, они, конечно, имеют место и могут иметь место, и должны иметь место. Но здесь, мне кажется, не то, что кажется, я убежден в том, что священник, как и государственный чиновник, должен в первую очередь исходить из мнения своей паствы, своих верующих и своего народа. Отец Виссарион говорит о том, что в конечном итоге правовой статус Абхазской церкви будет решен церковным народом. Он абсолютно прав. Я с ним полностью здесь согласен.
Об этом как раз речь идет, когда мы создавали... Но почему-то это не сделано. Да, когда мы, кстати, решили создать инициативную группу, которую Алхас сегодня возглавляет, да, как раз об этом речь идет. Церковный народ, и причем народ, когда мы говорим, речь идет не только о христианском, речь идет о гражданах Республики Абхазия, которые не могут быть безразличными к нашей культуре, к культуре Абхазии. А как, например, скажем, вы отделить культуру Абхазии от христианской культуры, как их разграничить? Значит, мусульманин, который сегодня проживает на территории Абхазии, или, скажем, какой-то другого вероисповедания, или тот же язычник, независимо от того, как он осознает и оценивает свои поступки, он является реальным носителем единой культуры. В этой культуре есть элементы язычества, есть элементы мусульманства и есть элементы христианства. Они образовали какой-то некий синтез. И теперь мы можем, собственно говоря, вот членить единого существа человека на эти элементы. Это некая целостность. Мы из этого должны исходить. И потому нам не безразлично, кстати говоря, мнение тех же мусульман. А, кстати говоря, на самом-то деле я видел, что вот когда в Афоне проходило собрание, церковное народное собрание, там были некоторые мусульмане. Ничего в этом страшного нет. Кирилл, патриарх Московского всей Руси, в Баку совсем недавно встречался с мусульманским лидером. Контакты между мусульманами и христианами в мире имеют место, и у нас они, естественно... Ну, между различными конфессиями, Да, конечно, конечно. обязательно. А как же мы можем... Можно я вот немножко к предыдущему вопросу вернусь? Я знаю, что были такие обращения и принято решение вот в 2009 году, кажется, епархия Сухумская о том, что наша церковь стала независимой и так далее. И, конечно, эти бумаги посылались в Москву. Но сам факт того, что переговоры в данном случае, да, грузинского католикоса и патриарха всей Руси, на которых решался, обсуждался вопрос Абхазской церкви, на эти переговоры не пригласили никого из Абхазии, это показывает, как, в общем-то, на самом деле относятся к правовому статусу Абхазии. То есть независимый правовой статус не признается ни грузинской церковью, ни, к сожалению, российской церковью. Насколько И я сейчас понимаю, его пригласили и даже наградили как человека, который способствует усилению позиции православия там, на Кавказе, в мире и так далее. И еще вот очень много статей по этому поводу и в России, и в Грузии. И там говорится о том, что вот церкви двух стран ищут компромиссы. И вот поиск этих компромиссов в основном касается, так сказать, Абхазии и Южной Осетии. И в этом даже поиски компромисса не принимают участие Абхазии. Но получается, вообще политическая элита, политические лидеры разных стран, они пошли вперед уже, да? Вот церковь, она вот отстает. Поэтому еще. здесь, конечно, вот вопросы, которые задают наши телезрители, зачем вступать вот в этот разговор, конечно, я думаю, что это не совсем правильная позиция. Нет, мы должны, это надо, чтобы это признали и другие. Да, это признают, Здесь что еще нужно иметь в виду? Вот после вот этой московской встречи Илья II и патриарха Кирилла, да, была делегация из абхазских священников в Москве. В Москве была делегация, и Кириллом было принято по информационным сообщениям. Но в этом информационном сообщении Кирилл тоже ничего не сказал в подтверждение своей позиции, что он считает Абхазию частью канонической территории грузинской церкви. Он этого тоже ничего не сказал. Он говорит общими фразами об укреплениях православного верования вообще, говорит это раз, и во-вторых, выражает серьезно, даже не столько Кирилл это выражает, а сколько абхазская делегация, то есть в беседе была выражена обеспокоенность положением Афонского монастыря. Значит, это, оказывается, ничуть ли серьезную угрозу представляет и Абхазии, и России деятельность Афонского монастыря. Произошло в Афоне? Чего да, они могут поделать? вот это тоже, естественно, настораживает. Серьезно настораживает. Вот это.
Ну, получается, мы в основном вот выбираем как бы между двумя вариантами или позициями: Москва или Константинополь, Константинополь или Москва. Мы прекрасно понимаем, что Да. Абхазия давно сделала свой выбор, вектор развития, это вот с Россией, значит, ориентир на Россию и так далее, но в то же время, что касается церковного вопроса, в этой плоскости решить этот вопрос получается очень тяжело, и мы должны воспользоваться ситуацией, которая сможет нам наконец-то решить эту вековую, наверное, задачу. Но дело в том, что даже там, в Константинополе, этот вопрос не может рассматриваться, пока существуют вот эти разногласия среди нашего духовенства. Говорят о расколе, и, видимо, на самом деле это имеет место, раскол. Так получается, что если мы перед войной и вообще все эти тяжелые советские годы были вместе как единый кулак, и поэтому мы выдержали и выстояли, а сейчас получается, что из-за того, что мы внутри не находим общего языка, у нас возникают проблемы и в продвижении вперед в этом вопросе. Совершенно верно. Вон в Южной Осетии этой проблемы, вот как здесь у нас стоит, там не стоит. Они оказались едиными и решили свой вопрос. Церковный вопрос там решили. А вот эта разделенность среди священников здесь у нас, на самом-то деле, это серьезная помеха на пути воссоздания независимой абхазской церкви. И мы думаем, что вот опрос, который мы собираемся провести, поможет нам в этом деле, чтобы священники не создавали такую проблему для Абхазии. Вот здесь вот такой вот, да, даже не вопрос. Ну, в общем, вопрос, да. Вот на самом деле, вот мы же говорим, наши граждане, простые люди, как они сами себя называют, наши граждане, патриоты, нужна ли помощь простых людей в реализации этого вопроса, этой задачи? Я думаю, что в работе вашей инициативной группы, которая должна будет провести это мероприятие, такие люди, активисты, волонтеры, они очень будут нужны. Ну, в общем-то, вся работа будет строиться на вот том, мы надеемся на это, что это будет иметь живой отклик, и нам нужно будет очень большую задачу решать, и мы будем рады любой помощи, любой поддержке, в любой форме, и будет еще обращение, и будут даны какие-то контактные данные, как можно будет связаться, и будем рады вот всем, кто посчитает нужным как-то помочь этому процессу сбора подписей. Очень спасибо за этот вопрос своевременный. Мы со своей стороны тоже обращаемся ко всем, не только простым гражданам, особенно депутатам районных, городских собраний, активистам, главам администрации. Ко всем мы обращаемся с предложением поддержать эту инициативу, помочь людям, которые будут эту работу вести, сложную, трудоемкую работу вести. Ну, здесь собрались люди в основном светские, хотя мы все верующие, да, вот христиане. Мы, значит, есть упрек такого плана, как такое возможно обсуждать христианам без присутствия духовного лица обывателями. То есть мы с вами обыватели, вот как мы можем без священника, без духовного лица обсуждать такие вопросы? Мы имеем полное право это обсуждать. Дело в том, что вопрос о церкви, судьба церкви, это не только тех, кто ее посещает. Это не только тех. Это нельзя так рассуждать, что священники или верующие, они приватизировали церковь. А это церковь на территории Абхазии. Кстати говоря, по закону, который совсем недавно был принят и президентом подписан, да, и который вступает с 31 марта в силу, по закону, церковь, земля, имущество, территория и все, это принадлежит государству. А государство кто такое? Что такое государство? Это граждане этого государства.
А это они что, особое царство образовывает в отличие от общества? Все это обществу принадлежит. Нет, слова, конечно, и позиция священников огромное значение имеет, и мы надеемся, что они выскажутся в этом вопросе. Но в церкви, в развитии церкви, в создании церкви всегда большую роль играло собрание прихожан. Это всегда имело большую роль. И вот когда вы сказали, что вот как бы два пути, или Константинополь, или Москва, кто бы А не... может быть еще третий, Да, может быть, кто бы не да. захотел какой-то шаг в сторону поддержки независимости Абхазской церкви сделать, для них очень важен будет именно голос из самой Абхазии. Поэтому для решения, каким бы оно ни было, вот действительно внятный сигнал от абхазского общества, не от какой-то одной общины, не от сторонников какого-то одного священника, а именно от всей Абхазии. Вот это то, что нам нужно сегодня. Да, вот здесь вот еще один вопрос, и все, наверное, потом с вопросами от зрителей. Имеется ли благословение от главы Абхазской церкви на сбор подписей? Ведь православный христианин без благословения в этом вопросе не примет участие. Мы надеемся, что будет такое благословение, но пока еще это только начало работы. Да, я думаю, что никому не выгодно сегодня отказывать общественным группам и вообще общественности, которая Конечно. взяла на себя такую ответственность и такую, кстати, очень сложную для реализации непростую задачу в одобрении, скажем, да, и без благословения, говоря церковным языком. Сказать, я извиняюсь, Давайте. заметить, что я как член общественной палаты, общественная палата первая отреагировала на вот эти события, и, собственно, скажем, тоже отец Виссарион, он член общественной палаты, и он присутствовал там, и никаких там особых возражений и так далее у него по этому поводу, насколько я понимаю, не было. Совпадало. Его мнение совпадало, поэтому здесь, мне кажется, сам, вот как бы люди все равно, вот я вижу по вопросам и так далее, есть вот шлейф некий, который тянется вот такой непростой истории взаимоотношений внутри нашей православной церкви. К сожалению, великому мы можем сказать, что есть там у нас проблемы, но как раз посыл, который есть в этом опросе, в том, что вообще инициировано здесь, уйти от этих разногласий. Потому что если мы до бесконечности будем говорить, кто более правый, кто менее правый, давайте вынесем это за рамки, потому что есть, есть общий знаменатель, с которым, в принципе, я не знаю, может быть, завтра кто-то оспорит мои слова, но никто не спорит, что мы не хотим оставаться канонической территорией Грузии. Если часть духовенства у нас какая-то, или кто-то скажет, что нет, вот Алхаз неправ был, и участники круглого стола неправы, эта цель, может быть, она другой вопрос. Но на сегодняшний день я не вижу, чтобы кто-то сказал что-то другое. Понятно, что есть разные мнения, как идти. Но ничего страшного. Ничего страшного. И в этом вопросе тоже, я думаю, у журналистов есть возможность задать этот вопрос и, значит, одной стороне, и другой стороне, и получить ответы. И из того, что вы говорите, что вот в вопросах, я не знаю, где-то выступление было, там никаких противоречий нет. Мы не видим этих противоречий. Если они обозначатся, тогда будет что обсуждать. Но сегодня вроде бы на уровне, на уровне нашего духовенства, представленного разными там какими-то группами, никто ни с кем не спорит по поводу того, что вот поставлено во главу угла в этом опросе, что мы будем оставаться частью канонической территории Грузии, или мы будем уходить от этого положения, от этого статус-кво. Вот и все. Пусть люди скажут свое мнение, не нужно бояться этого. В конце концов, вся наша история говорит за то, что в самые ответственные, в самые сложные времена никто не заставлял из-под палки, никто никого не гнал на фронт, например. Правильно ведь? То есть люди по своему внутреннему убеждению что-то делали. Они шли и погибали за свою страну, да, например. Но сегодня, я думаю, что тоже у подавляющего большинства хватит гражданского мужества подписаться и что-то сделать, и свое мнение высказать. То есть, мне кажется, не нужно бояться того, что люди берут на себя ответственность. Иначе мы страну не построим, иначе мы и церковь никогда не будем иметь. И все, что мы имеем на сегодняшний день, все, что у нас есть в руках, и признание, и все остальное, это то, что не просто вот лидер, а лидер опирался на мнение, на мнение людей.
Если бы он этой поддержки не видел, ничего бы он не добился. Но вот этот синтез, то, что есть это, я думаю, мы должны помочь сегодня этому процессу. Почему нам это не сделать? Никаких препятствий к этому нет. Давайте выскажемся и всему миру скажем, что мы по этому поводу думаем. Да, еще раз хочу повторить, мы уже об этом говорили, но просто это очень важно, что отвечая на этот вопрос о нашем стремлении воссоздать независимую абхазскую церковь, мы одновременно очень большой шаг делаем по объединению внутри Абхазии, по преодолению вот этого разделения внутри Абхазской. Вот каждый, кто будет участвовать в этом вопросе, хотелось бы, чтобы он понимал это, что это как бы вот две функции, да, и такой посыл вовне о том, что нам это необходимо, и в то же время, что внутри мы едины, и внутри в этом вопросе у нас нет никаких разногласий. Ну, общие задачи они обычно консолидируют, Да. мы на это тоже будем, конечно, надеяться. Вот я тоже хочу сказать несколько слов, вот, потому что мы сегодня, конечно, можно сказать, что сознательно не пригласили священников наших, да. Вот Алхаз говорил о том, что, в общем-то, духовенство в целом, конечно, за независимую, автокефальную, самостоятельную абхазскую церковь. Но я так предполагаю, что пути реализации или прохождения этого пути, так скажем так, да, скорее всего, они видят по-разному. И наша встреча вот по данному вопросу, я не думаю, что она сегодня закончится вот этим эфиром. Совершенно верно, Работу да. надо в этом направлении продолжить. И, в принципе, верующий народ, они должны знать, с каким духовенством, с какими священниками они имеют дело. Это очень важно, потому что от личности, от их, скажем, роли в той сфере, в которой они сегодня находятся, от того, насколько люди доверяют им, это, конечно, очень много значит. И я вот уже, наверное, будем постепенно завершать нашу встречу и скажу, истории мы касались очень мало, но все равно хочу, чтобы некоторые вопросы, они были так артикулированы, чтобы наши зрители знали основные факты, на которые мы, значит, опираемся. Сегодня, когда этот вопрос или ситуация вокруг Абхазской церкви, она обострилась, я в первую очередь вспомнила 1917 год. Я не стала заглядывать там в историю Абхазского царства, католикосаты и так далее, когда, в общем-то, Абхазия была форпостом вообще христианства на Кавказе. Это не голословные слова, это, в принципе, слова человека, который несколько лет посвятил диссертации, и, в общем-то, источники, по крайней мере, по этой части, можно сказать, что знаю наизусть. Вот. Но к 17 году почему? Вот ситуация, она вновь возвращает нас к запутанному, но требующего безотлагательного решения вопросу Абхазской церкви. Таким же образом, почему я говорю эти слова такие, они как будто заученные, на самом деле вот так же проблема была поставлена в 1917 году. И главное, безотлагательного решения. Прямо вот так вот ставили вопрос представители Сухумской епархии. Но посмотрите, какая ситуация сложилась в 17 и 18 году. Сначала грузинская церковь, она тоже не автокефальная, собирает, значит, свой съезд, принимает решение об автокефалии, обращается в Синод. Абхазская церковь тоже собирает съезд, там, духовенство и выбранных мирян, объявляет автокефалию, обращается в Святейший Синод, то есть в Москву. В Синоде им говорят, что Синод не уполномочен решить вопрос автокефалии, и Синод отсылает к Поместному собору Русской Православной Церкви. Поместный собор, он тоже не решает в этот момент не потому, что были какие-то аргументы против, а потому что одна революция, вторая революция, братоубийственная гражданская война. И именно в этот момент, кстати говоря, патриарх Никон, о котором говорил Олег Несторович, очень болезненно воспринимал вопрос Абхазской церкви. Он имел очень много бесед
с протоиереем Голубцовым Георгием, который там находился часто, и именно в тот момент, когда обсуждали вопрос Абхазской церкви, он говорил, что нам делать? И он говорил о путях. Если мы не выделим Сухумскую епархию в отдельную, грузины все время будут их доставать. А вот если выделим их в самостоятельной епархии, этого не будет. Но дело в том, что помешали просто политические события, вот это Совершенно кровопролитие, верно, да. и они, и в том числе патриарх Тихонь, не довели этот вопрос вот до конца. А вот что касается абхазов вот, и вообще нашего народа сегодня, мне кажется, что они проявят такую же позицию, какую проявляли в 1917 году. Кстати, я тут имею небольшую цитату Голубцова. Мне она страшно понравилась, когда грузины провели свой съезд и приняли решение об автокефалии, а дальше они собирались бороться за это, прислали в Абхазию уважаемую с их точки зрения делегацию. Эта делегация имела миссией уговорить абхазов присоединить их к приходу к грузинской церкви. И посмотрите, как Голубцов описывает. Абхазцы терпеливо выслушивали все речи грузинских демосфенов, но от церковной унии с грузинами решительно отказались. Это пишет протоиерей Георгий Голубцов о провале миссии грузинской делегации в Абхазии в мае 1917 года. Что случилось дальше с грузинской церковью? В 1943 году Великая Отечественная война. Странные вещи происходят. Идет Великая Отечественная война, Берия продолжает заселять Абхазию. Идет Великая Отечественная война, Сталин помогает, наладит отношения грузинской церкви с русской церковью. С 1943 года начинается так называемое молитвенно-каноническое общение между двумя русскими и грузинскими церквями. Но автокефалия так и не была признана, ни одна поместная церковь не признала. И только перед распадом Советского Союза в 1999 году грузины просто 90-м. выдавили у Константинопольского... В 90-м году. В 90-м году, я что сказала? 99. В 1990 году, буквально перед распадом, они выдавили у Константинопольского патриарха признание своей автокефалии. Константинополь признал эти границы власти грузинской церкви на территории Грузинской ССР, каковой Да. она тогда была. И таким образом, к сожалению, мы оказались там. И вот это порабощение нашей церкви, оно продолжается прежде всего с 1990 года. Есть еще что сказать? Я хотел бы что сказать, буквально несколько слов на абхазском языке. Ажлар Шхацка, Абасепша Дератара Калапхасра Сбугойт, Апсишелаги. Убризоп, Оха, Хатфавера Заги, Уруспишал из Закалас, Сгуяно год Псишелаги, Баса Дератара Калап, Иго, Тагула Заша ситуация Яшазова, Апсу, Хуама. Ақыны иқоп имачым кони избам яхеу жанзы гизбам проблема қоғып урт хизбам хара хунткара хара хабстазара япырха гамзре хацхра вахука гигазам абржуя таххиду бусепша ситуация бусепши қалайд хучик хамчкуе бітін хача мұрғуар яха доухала хабстаза аша шартары истагулу яхам хозыр еххом وبريقنت يحتخوب براق نص شح حزب شر حزب столгич кварконома гирта общественная палата что кварконома партия кварконома хажлар хатарнак зигизиргвамцва وبريقنا ацхра рахтахуб ацхра тахуб хтахуб حررت حق زميستخو Апсу, Хуама, Апсу, Хунткара, Апсу, Жлар, Хамилат, культура. Яхмырзерца зухен, Яхмырзерца зухен, Яхаха Хацгулару Пазкепшзиги. Спасибо большое. Я думаю, что усиление позиции православия выгодно всем. Ослабление позиции православия на Кавказе невыгодно ни абхазам, ни оппонентам нашим, ни русской православной церкви. К теме мы вернемся еще, наверное, не раз. Спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. До свидания.